У Карла Марии фон Вебера еще один титул. Это отец немецкой романтической оперы. Почему оговорка романтическая? Да потому что вообще немецкую оперу, не романтическую, создал Моцарт под названием «Волшебная флейта». Но это опера в стиле классицизма. А вот национальная, то есть в немецком духе опера романтическая, это детище Карла Марии фон Вебера. Это его заслуга. Карл Вебер обладал блестящим талантом, у него был великолепный мелодист, яркий гармонист, но важно еще вот, что он блестящий оркестратор. Он создал свой самобытный стиль оркестровки, звучания оркестра. Так, как звучал оркестровый музыку, не звучал никого тогда. То есть, по сути, после Бетховена он перевернул представление о том, как нужно писать для оркестра. Если у Бетховена стиль еще, заметьте, классицистский оркестровый, то у Вебера уже совершенно романтический. Настолько яркий, заразительный стиль, что потом этот стиль повлиял и на Россини пункт увертюры воскрешения, и на знаменитого оперного и сценического композитора Вагнера. Влияние стиля Вебера мы находим в музыке Мендельсона, в музыке Берлиоза, в музыке Михаила Глинки, очень многих композиторов 19 века. Если после Вебера уже писать по-старому, оркестр в классицистском стиле стал невозможно. У него оркестр очень разнообразный, красочный. При всем при этом хватало того же, даже парного состава. То есть такого, как был глубоко, например, Моцарта и Гайна. Вебер, я уже назвал его музыкальной профессией, а теперь характеризует как композитора. Композитор достаточно универсальный. Он писал оперы, он писал зингшпили, он сочинял мессы, кантаты. Он писал симфоническую музыку, симфонии, концерты, кстати, блестящие концерты. Он писал камерную ансамблевую музыку, фортепианную, у него есть сонаты, самые знаменитые ас-дуо соната, фортепианные сонаты, программные пьесы. Он писал вокальную музыку, песни и циклы песен, например, «Лира и меч». Кстати, к некоторым песням он сам сочинял стихи, он был и литературный одновременно. На самом деле, и одновременно живописным. Писал маслом, вообще много талантов. Кстати, еще, если быть более точным, в оперном театре он был не только дирижером или как-то великомистром, это был и режиссер, постановщик. Еще такой театр. Он физиком не был? Нет, не молил Господь. Вебер их одной электрической величиной измеряется. Да, проходите. Вы правы. Дело в том, что Вебер, в общем-то, заурядная фамилия, как, знаете, Павлов у нас. Так вот, поэтому Веберов-то много. Есть философ Вебер 20 века, забыл имя. Так что Вебер... Кстати, он родственник Моцарта. Почему? Да потому что он сын одной из 3 сестер Вебер, на которой женился Годвин Амадей Моцарт. Так что он мог учиться такие племянник двоюродный. Вот такая родословная. Теперь, Вебер не зря обладал каким-то театральным талантом. Вот почему он писал руковетную музыку театральную? Почему вообще полюбил вопрос? Вы в магазине встречали детей, которые не с покупателем приходят, а с продавцами? Да? Я встречал на днях в одном магазинчике. Дети продавцы были веселые. Растут тут лавку, потому что дом не с кем оставить. Так вот, Вебер дитя театра. Папа был театральным капельмейстером и антрепренером. Это по-французски. По-итальянски импресарио. Сегодня сказали бы продюсером-постановщиком. И поэтому детство он провел и юношество вот здесь, за кулисами театра. Он вырос в этом воздухе, он вдохнул пыль театральную. Поэтому театр был значительно близок, его родное место. То есть судьба его определила быть оперным, во-первых, музыкантом, оперным музыкантом. Чем он и стал. И отсюда эти таланты семейные. Теперь, родился он в городе Эйтин, в Галштине, такой, знаете, забытый Богом городок. Его сейчас на карте только найти. Эйтин. Умер в Лондоне. Он мечтал вернуться домой, и вот уже назначен день отъезда, карета, но лондонские врачи не смогли спасти его. Так что получили его дети и жена, что тут отца и мужа, жутко, когда стали в Германии. Начал с нуля буквально в каком-то смысле, то есть был одним из многих талантливых людей, которых много в Германии, но потом достиг таких высот, как он стал главою Дрезденского оперного театра, напоминаю, одного из лучших в Германии до сих пор, и лучше после Гамбургского. То есть королевским композитором Саксонии, а Дрезден стали Саксонией.
Он первым среди немецких композиторов сумел преодолеть гегемонию, если такое выражение старое, итальянских композиторов в Германии. А там как и в Австрии итальянское господство. Его признали немцы при жизни, восхищались его музыкой, и такое тоже было. Он получил солидное музыкальное образование. Он учился и в Вене, он учился и в Праге, и в Дрездене, и учился у музыкантов. В Вене учился у Михаила Гайдна, я вспомнил, бывший австрийский композитор, брат Гилспарга, тот, который был главным мастером. Он учился у аббата Фоглера. Аббат Фоглер, для вас это получается имя духовного лица, вообще-то он Аристофель был аббатом, и Вивальди был аббатом. Это один из крупнейших композиторов и, самое главное, преподавателей. Так, теперь, так что школу получил классную. Уже в юности достиг такого высокого уровня, еще в ваши годы, что был уже выступающим, концертирующим, виртуозным пианистом. В 18 лет он стал капельмейстером, стал за дирижерский пульт, взял в руки палочку. Кстати, о палочке. Вообще-то тогда палочек не было. Он один из первых, кто взял в руки палочку и стал палочкой дирижировать. Но все непривычно. Раньше не делали. Так вот. И вот с 18 лет и до конца жизни он был практикующим дирижером. С небольшим перерывом, помните, придуманным работом. И приобрел огромный опыт, как водопрек. Поначалу, конечно, он начинал свою карьеру в провинциальных театрах Германии. Не в Дрездене, понятно, не в Берлине. Бреслау, Штутгарт, например, такие города, Кассель, средневековые города, ну кроме Бреслау. Бреслау сегодня это город польский, немецкий, называется Вроцлав, это была частью Германии. А вот с 13 года он 4 года работает в Праге. И что важно, не просто работает, кстати, немецкий оперный театр в Праге. Объясняю почему. Вы знаете, что Прага столица Чехии сегодня, верно? Но тогда Прага была городом Австрийской империи, Чехия была частью империи, и там жили немцы вместе с чехами, и чехи вместе с немцами, по-разному сказать. Так вот парадоксально, что там не было немецкого национального театра. Он добился его создания. Самое забавное, что немецкий национальный театр, где пели немцы, ставились французские оперы. Но это было тоже частью плана. Он хотел обогатить немецкое оперное искусство прививкой от французского оперы, тогда более развитой, самобытной, чем немецкая. Он добился. 13-й год. Поскольку история некоторые из вас знают слабовато, мягко говоря, то я им сообщу. Это год, когда вся Европа была занята наполеоновскими армиями. Шла везде война. От России до Испании. И как многие немцы, он был одержим духом патриотизма. Готов был бороться с врагами, но как музыкант, он был солдатом, он был человеком очень хилым, слабым. Он с детства был очень болезненным, еще до туберкулеза. Вот поэтому, если вы видите портрет его, заметьте сравнение, он почему-то меховой одежды изображен. Может быть, зимой на улице? Нет, не зимой, не на улице. Он все время мерз от слабости. Поэтому меховой одежды хотел. Вот там, городик можно быть видно на вашей картине. Платок просто. А ну здесь платок, а так еще меховой. Все время мерз человек. Представляете, каково это жить. Так, но он не старый при этом был. Когда старики мы удивляемся, он молодые были у нас. Так вот. И вот свой вклад в дело борьбы с Наполеоном, с захватчиками, он выразил в том, что написал этот цикл песен на стихи немецкого национального поэта-романтика Теодора Кёлнера. «Лира и меч», так назывался сборник, так называется его сборник. Теодор Кёлнер. Патриотические песни. И таким образом стал в Германии предтечей создания немецкой романтической песни. Другое дело, что потом великую немецкую песню, это, конечно же, Роберт Шуман, но без достижения Карла Марии фон Вебера не было бы великой немецкой песни. Кстати, я тут начал перечислять жанры, именно его до конца не простите. Я назвал фортепианную музыку, вам назвал вокальную музыку. Но была еще музыка, которую писал. Один из них. Он написал немало, то есть гитары, которые мастерски владел. Настолько мастерски, что он выступал в концертах. И некоторые его же вещи им же переложены для гитары. Так что это один из... Потом для гитары немножечко будет писать Берлиоз. Но если брать великих музыкантов, это может быть самый первый, кто писал для этого инструмента. Его определили и сегодня играют гитаристы, исполняющие классическую музыку. Так что видите, сколько был дал талантов, сколько он не дал. Так, теперь. Его творчество получило признание, уже повторяю, в Германии тогда же при жизни. Но не только в Германии. В 20-е годы Ирина стала известна уже по всей Европе.
От Италии до Норвегии, от Великобритании до России. И не только своим оркестровым стилем, но новаторским оперой, очень новаторским колыбельными, и на немецких, и на французских, и на итальянских, и русских композиторов. В Англии он был безумно популярен. Он еще не было своих великих, поэтому, не помните, импортировали вначале Генделя, потом Гайдна, а у следующего любимца британской публики был как раз Карл Мария. Поэтому, когда потом будут в Англию приезжать немецкие музыканты, им встречать первоклассный прием. Что Мендельсон, что Вагнер, все это было. Отсюда, кстати, сильная прививка к германской музыке, британской музыки. То еще в начале 20 века. Особенно немецкой. Я напомню, что еще дело вот чем. Потом королева Великобритании станет, господи, не Елизавета. Виктория, да. А у Виктории муж был немец, принц Альберт. Поэтому тоже любовь Виктории к немецкому музыке объяснима на всем мире. Так, это к слову. Поэтому, если посмотрите картину Виктория Альберт, это поэт семейная пара. Кстати, самый большой концертный зал в Лондоне, так называется Альберт Холл, в честь принца Альберта. Это Виктория построила. Огромное здание, говорят, на 10 тысяч человек. Говорят, самый большой в мире, а может быть, в мире концертный зал. Он круглой формы, и купол цельный. Ну так, стоит своими стадионами, дальше построили, Константин. Первоклассная акустика. Это к слову. Так вот. И вот, значит, в 17 году он получил приглашение занять должность королевского композитора и капельмейстера в Дрездене, в столице Саксонии. Это очень почетная, престижная должность, королевский композитор. Он занимает ее и сразу же начинает свои реформы на уровне престижного театра, с тем, чтобы сделать современным, гибким, чтобы сделать его немецким. Там стоит только итальянская музыка. Было непросто. Он боролся с придворными консервативными, он добился своего. Вот в этот период, я сейчас уточню, это сделаю, получается, что, значит, композитор не выиграл. Еще до этого он пишет ряд зиншпилей, самый из них популярный, удачный зиншпиль Абу-Гасан. Да, это арабское имя. Естественно, господа, музыка в этом произведении ярко в восточном стиле. Он был первым из немцев, который стремился к воплощению этнического колорита музыки, кстати, мастерство этого. Но это интересно, это произведение ставится, записывается, но это еще не тот великий оперный Вебер, который мы знаем. И вот там, в Дрездене, в 20 году он пишет свою великую оперу, не просто первую, а великую, называется она «Фрейшиц». «Вольный стрелок», вы будете изучать. Она остается в Дрездене, но чтобы получить больше издания, он добивается постановки в Берлине, столице Пруссии, самого большого немецкого государства. И хотя там правит Борончини, нет, Борончини сейчас забыл итальянцы. Доницетти и Борончини смешались. Вспомню, скажу. Итальянский композитор, дирижер, он руководитель Берлинской оперы, Вебер добивается постановки Фрейшица в Берлине. Ее ставят. И происходит сенсация. Немцы вдруг поняли, что у них есть своя великая опера, что по-настоящему немецкая, она выражает их дух, их переживания, их чувства. Они пришли в восторг, и начался бум. Вот как, может быть, вам рассказывали папа с мамой, какой был бум в мире, когда показали кинокартину «Титаник». Вот такой бум был у немцев, когда поставили Фрейшица. Началось поголовное массовое хождение на эту оперу. За месяц ее поставили 20 раз, чуть не каждый день ставили, но это не картина, это оперный спектакль, стоит раз в 2 месяца. То есть чуть ли не весь Берлин переходил на спектакль. Настолько стало популярной, что арии, песни оттуда стали распевать на улице, кучера, домохозяйки, прачки, пекари и прочие токари. И люди предстахительны сколько сегодня. Слава, признание. И после одного из спектаклей, когда он вышел из театра и хотел сесть в карету, публика карету распрягла, лошадь пустила, взяла в руки и в карете потащила его по улицам. Вот так. И карета тяжелая. Конечно, автомобиль тяжелее будет. Вот что было. Так вот, это слава фантастическая. О такой славе мечтал, может быть, Моцарт, Бетховен, но они такого не имели успеха сумасшедшего, безумного успеха. Да, это уже полное признание. И вот тогда немцы твердились, мы можем, как итальянцы, французы, создать свою великую оперу, яркую, по-настоящему немецкую, на высокого класса. Вот тогда, понимаете, в чем еще дело? Почему тогда не раньше? Потому что после того, как Наполеона прогнали, немцы как-то стали все немцами, нацией, это очень гордится. То есть национальный дух патриотизма очень сильно себя заявил. Это период расцвета великой немецкой романтической поэзии. Это 21 год. Ему оставалось жить 5 лет, чем он не знал.
Вот эти 5 лет, пожалуй, самые удачные, самые модные. Он пишет оперу Эврианта, оперу героико историческую. Еще до, повторяю, до Россини с его Вильгельмом Телем. Он первоначальник законодательного жанра. Из рыцарских времен, романтический сюжет. Успех. Он в этот период пишет второй и последний концерт для фортепиано. Он пишет концертчук для фортепиано. И вот его приглашают в Англию. Он знает, что больно, тяжело. Ему трудно ехать, ему трудно выступать, трудно писать. Он не чтобы заработать как можно из людей. Тогда господа не было пенсии. Он был свободным художником. Вот что заработать у семьи не будет. Он это знал. И вот он постоянно едет. Иногда буквально приступы слабости преодоляя выходит на сцену, чтобы дирижировать, потому что сил нет. В этом смысле драматически кончилась его жизнь. У меня вот умер. Ну а теперь немного о его другой музыке, не о оперной вернемся. Это блестящий оркестровый симфонический композитор. Итак, 2 симфонии. Правда, симфония исполняется редко. Интересный интервью. Он более в другом жанре, в жанре концерта. И вот до того, как появятся великие концерты романтические Шумана, Мендельсона, Шопена, первый великий романтический концерт у него, у Карла Марии Бергера. Он родоначальник европейского романтического концерта. И это еще не все. Конечно, он писал концерты для вашего инструмента, не для концерта, фортепианного концерта. Но у него есть инноваторский жанр, называется концертштюк по-немецки. Штюк буквально произведение. Мы говорим по-русски штука. Вот я скажу вам немецкий штюк. Произведение. Так вот. Почему так назвал? Вспомните, традиционный концерт это трехчастное, то есть циклическое произведение. Его концертштюк это тоже концерт, но одночасный. И вот с этого момента и возникла мода на одночасные концерты. Потом такой будет писать и Шуман, и Лист, и русские музыканты. Начинаем делать это. Кстати, самый популярный концерт. Он не блестящий, но тоже напоминаю. Так, теперь. Но не только для фортепиано. Это дело обычное. Он пошел дальше и написал музыку, которая обеспечила ему славу среди музыкантов не вашей профессии. Он написал 2 великолепных концерта для кларнета с оркестром, инструменты, которые был на обочине внимания композиторов. Великолепные концерты. За это ему клавесисты в ножки кланяются до сих пор. Для кларнета он написал еще и концертчук. Для кларнета он написал концертную фантазию для кларнета и фортепиано, то есть камерный ансамбль произведения. Но это еще не все. Он вообще, похоже, очень любил кларнет и водил его куда только можно. У него есть квинтет для кларнета и 4-струнного инструмента, тоже первоклассный. И трио для кларнета, фортепиано и скрипки, тоже первоклассная музыка. А еще он написал концерт вообще для этого инструмента, на который никто до него не обращал внимания. Кто знает, какой самый противный духовой инструмент в оркестре? Флейта не Не, еще неприятный есть. О, фагот. Помните, Пушкин писал хрипун, удавленный фагот. Самый неприятный звук. Он для фагота писал концерт. Оказалось, может и приятно играть. Даже ласкательный инструмент. Так вот он первый, преодолел эту монополию. Этот инструмент еще не любили, но терпели, потому что без него оркестр не звучит. Флейта может лежать, вы правы, но в флейте есть много прекрасной музыки, когда она играет не в высоком регистре, и не флейта пиковая, а флейта альтовая обычно. Это самый нервный инструмент, что играл в люк свою приятную юридику, поэтому вы ее обидели. А насчет флейты пиковой правда. Так вот, для фагота даже. Поэтому его обожают музыканты оркестровые, которые написал первоклассную музыку. Теперь, он блестящий пианист. Надо сказать, что фортепиано не была для него главной. Он написал немного, вообще немного, и немного каждого жанра. Вот у него несколько сонат есть. Не столько, сколько у Шуберта и Бетховена. В одной из сонат, сонате Азура, есть знаменитый финал, 3-я часть. Это легендарное произведение под названием «Перпетуум мобиле». Вот вы его будете играть. Где-то в первом году вы играл, но число произведения такое. Да, это финал его сонаты, но это, повторяю, виртуозное фортепиано. А перпетуум мобиле, если не видите по-русски, потому что чем начинаете, тем и кончается произведение. То есть можно играть бесконечно, по кругу, не останавливаясь. Безумно трудно. И еще он родоначальник нового жанра музыки. Романтики создавали новые жанры. Вот он был из тех, кто создал. Что это за новый жанр? Вспомните, что писали господа классицисты? Сонаты, вариации, так, ронда. Нет, на фортепиано, ронда. Ну, еще там Миноветский лентер. А из крупных, скорее, сонаты, вариации ронда. Выбросить новое произведение, но одночасное различие сонаты. При этом виртуозное, концертное и основанное на танцевальных жанрах. Только это не минуэтики Менделя, как у Гайдна, Моцарта, Бетховена, а
виртуозное поведение и, второе, эмоционально богатое, разнообразное. Он пишет знаменитое произведение под названием «Приглашение к танцу». Это новый вид романтического фортепианного жанра, одночасного, виртуозного и основанного, повторяю, на бытовых, то есть танцевальных жанрах. Поэтому потом романтики с легкой руки Вебера будут танцевальные жанры возвышать, поэтизировать, облагораживать. И Лист, Шопен, Шуман, Мендельсон, Брамс, все они, и Чайковский сотоварищи, начинается с Мендельсона в Германии, из Шуберта в Австрии. Теперь, итак, значит, три великих опера. Последние, повторяю, Рианда, Аберон, написано для Лондона, и Фрейшиц, то есть по-немецки «Вольный стрелок». Иногда в русских изданиях опера называется «Волшебный стрелок». Вот у нас здесь, здесь уже «Вольный» написано. Раньше называли «Волшебный». Почему спросили? Что немецкий знали. Дело вот в чем. Понимаете, в России, когда вы ставили, ее не могли назвать «Вольный», потому что цензура возросла. И Николай I. Как-то, что за вольность? Он же против вольности не боролся. Поэтому перевели как «волшебный». Хотя это вообще-то Фрейшиц «Вольный» означает. Умейте. Кроме упомянутого раннего Зингшпиля Абу Гасан, у него есть еще ряд Зингшпилей. Вот, например, там «Немая лесная девушка», «Квинто» и так далее. Это любопытно, но не более. Как композитор он продолжает идеи, естественно, Моцарта. Во-первых, что Моцарт даже не родственник, а что Моцарт великий, гениальный. Потому что Моцарт первым из Зингшпиля сделал оперу. Он сделал из этого жанра оперу «Волшебная флейта» великую. И влияние мелодики Моцарта мы ощутим в его великих операх. Но кроме того, он также, как Моцарт, позволил делать Зингшпиля основой немецкой романтической оперы. Это был жанр всем известный и любимый. Например, Зингшпиль позволяет не только исполнить музыку, песен, танцев, а разговорные диалоги мелодии. Поэтому у него по Фрейшицу тоже самое место. Итак, он родоначальник немецкой исторической, или можно сказать, героика романтического, как говоря, вот и Эврианта. Дальше. Продолжая традиции Моцарта, он обращается к сказочно-фантастическим сюжетам. И вот опера «Аберон» — это сказочно-фантастическая опера. Аберон — герой комедии Шекспира «Сон летней ночи». Аберон вообще-то это король эльфов, повелитель. И к этому опыту еще обратится потом Мендельсон, создав знаменитую русскую спектаклю «Сон летней ночи». Но первым это сделал Нюрнберг. Итак, создатель немецкой и сказочно-романтической оперы. И музыкант, который показал всем современникам, как нужно воплощать фантастическое и сказочное музыки вообще вот это часто. Поэтому потом почти что все композиторы 19 века, которые будут показывать фантастические сказочные персонажи, такие сцены, ситуации будут использовать опыт находки Карла Марии фон Гогена. Дальше. Теперь, сейчас минуточку. Еще. Кто-то упоминал, что он был первым, кто пытался передать музыке блестящий. Не только немецкий колорит этнический, но и восточный, арабский, он сделал их мир. Зингшпиль Абу Гасан. Но восточные страницы, восточной музыки есть и в опере «Аберон», потому что там есть герои из Востока. Так что и этому тоже будет учиться немецкий композитор. Я говорил вам, я еще раз напомню, я не колоссальный, особенно Мендельсона мы это чувствуем. В русской музыке колоссальный влияет на Глинку, как новый директор Федора, на Россию. Но если брать там Берлиоза, Мейербера, великого французского оперного композитора, классного. Особенно сильно указал на Рихарда Вагнера, величайшего немецкого оперного композитора 19 века. Это если что музыка, и сам Вагнер признавал и подчеркивал, как много он взял в Вебера. В частности, я уже говорю, что Вебер ярко виноват, он многое придумал первым. Он придумал в его музыке лейтембр, что я скажу позже. Он ввел музыку лейтмотивы, это тоже лейтмотив. Кстати, он ввел еще один инструмент в оркестре, которого не было, по-моему, даже у Людвига ван Бетховена. Очень неприятный инструмент. Но не противный, как фагот, но, знаете, пугающий инструмент. Послушаешь его звук, ты сжимаешься, что-то будет нехорошее. Бас-кларнет. Бас-кларнет, запомните, пригодится. Потом будет вам использовать. В вашем учебном плане изучение его оперы «Фрейшиц», его фортепианного произведения «Приглашение к танцу». Беда вот чему, что у нас
по-моему, нет оригинала. У нас есть только оркестровое приложение приглашения Ханса. Это тарелка, это фортепиано, виртуозность, яркость, маленькая. Ну, к нему вернемся. Итак, опера Фрейшус, «Боль без тревог». Год создания 820, в 21 она была поставлена. Либретто написал, похоже, не по карману было услуги профессионального поэта-драматурга Веберу, поэт написал почтовый служащий, по совместительству поэт-драматург-любитель Фридрих Кинда на основе немецких легенд. Почему же эта опера полюбилась немцам? И почему она до сих пор звучит? Почему это классика? Дело в чем. Он попросил написать Кинда либретто. Он выбрал легенду, и даже не одну, несколько легенд. Легенды немецкие. То есть это было то, что немцам известно, понятно, дорого, как нам наши предания, сказки. Во-вторых, дело в том, что в этой легенде удивительный сплав реального и фантастичного, ужасного, пугающего и приятного радостного. Разумеется, либретто написано на немецком языке. Поэтому и музыка в ярко-немецком стиле, но не только в ярко-немецком. Успех признания этой оперы привел еще то, что в этой музыке много народного. Он первый из романтиков, который стал подчеркивать музыки не только этнический характер, но и народный характер. Он берет многие народные жанры и создавая мелодии в немецком народном стиле. То есть, самая немецкая, самая народная опера. Потом, сюжет захватывает, повторяет тем, что там есть тайна, загадка, важно, пугающая. Я сказал бы даже так, что полуопера — это самый настоящий триллер. Только не кино, а опера. И народ, когда слушал впервые, сидел в зале, дрожал, и было там от чего дрожать. Всякие страсти, ужасы. Это настоящий триллер. Это «Аватар» начала 19 века, примерно так можно сказать. Вот почему у него учились не только показывать фантастического игра, у него учились показывать страшное, пугающее, адское, бесовское, дьявольское. Романтики полюбили эту сторону. То есть романтики стали не только показывать загадочное, таинственное, волнующее. Это да. Они увлеклись потусторонним, страшным, трансцендентальным, говоря иначе. Кстати, такой лист называется этюдом. Трансцендентальный, то есть потусторонний. Они все заиграли с тем миром, адским, пугающим. Так вот и здесь очень много таких страниц. И, конечно, публике безумно нравится. Кроме того, здесь есть любовь. Есть чудесное избавление, есть волшебство хорошее. Есть злой волшебник, есть добрый волшебник. Еще, чтобы лучше помнили, Вебер романтик. Любопытно. Он старше Россини на 6 лет. Он 40 года, а Россини 92 года. То есть он должен быть больше классицистом, чем Россини. Но Россини больше классицист, чем Вебер больше романтик. А для романтика это новый тип героя. Вспомните там Орфея. Сказали боги, что можно спасти, пойду и спасу. Никаких сомнений, да и примули герой. А романтический герой — это герой, который сомневается. Он не уверен, он раздвоен, как мы часто с вами бываем. Вот, это типичный романтический герой. Такой герой появляется у Вебера в операх. И главный герой оперы как раз герой романтический. Он сомневается, он не уверен, он раздвоен. В этой шепотной происходит борьба добра и зла, Бога и дьявола, долга и чувства. И таким будут все типичные романтические герои. Так вот, действие происходит в Богемии. Богемия так называли немцы в Северную Чехию. Только чехам, вы говорите, не любят название. Вот так мне кажется, Богемия разовелась висеть. Герои этой оперы – простые крестьяне или лесники, или охотники. Ну, крестьяне, понятно, что лесники и охотники в Германии, в немецких странах – это люди очень уважаемые профессии, со времен еще поздней средневековья. Поэтому должность вертикальных охотника – это подчеркнутая должность. У них была форменная одежда, сразу узнаваемая, особая шляпа, спереди, особый кафтан, уважаемый человек. Они все были слышны, как там графа, князя, марграфа и так далее. Так. Итак, герой простые люди. Да, там есть по совместительству один князь, но он не главный герой. Князь Оттокар. Оттокар звучит по-славянски. А как Отто звучит уже по-немецки совершенно. Любопытный человек. Так вот. Итак, 17 век. Ну, это век, помните, мушкетеры. Поэтому герои в таких шляпах, такие камзолы, сапоги, все как в той эпохе. Мушкеты. В опере 3 действия. Второе действие делится на 2 картины.
Первое третье действие. Итак, что происходит? Первое действие. Деревня, ну, как тут маленький. Праздник, состязание стрелков ежегодно. Профессиональный конкурс, можно сказать. Но в нем участвуют не только охотники, но и крестьяне. Кто меньше. И вот первый тур, ведь, герой проиграл. Оказался не самый честный. Это не самое обидное. Обидно того, что выиграл-то первый тур не он, а крестьянин, мужик для него, оказался лучше стрелком. Вот какое унижение для профессиональных охотников. Но это самое главное. Дело в том, что он любит девушку. А девушка непростая, как сказка, золотая. Девушка – дочь главного лесника. Так, главного лесника. Так вот. А главный лесник сказал Максу, значит так, будешь первым, победишь, отдам за тебя свою дочку. Не будешь, извини, парень, дожди следующего года. Так что для него это все. Это либо счастье, либо несчастье. Потом проиграл. Естественно, убить. Ну, все радуются, остальные кроме него, и становятся крестьяне. Так вот, проходит мимо него и еще поддевает ему. А, ну, Макс, что ж ты так сегодня? Он в отчаянии. К нему постановится Каспар. Каспар тоже охотник, но особый охотник. Почему? Он, во-первых, человек неправильный, а во-вторых, самое главное, он уже продал душу дьявола. Здесь не герой дьявол, но не под именем дьявол. У немцев есть легенда про черного охотника. Так. И дьявол по имени Самуэля. Людское имя дьявола. Черный охотник продал душу дьяволу. Мы сами приступим дальше. Так вот, Каспар тоже продал душу дьявола. И завтра день расплаты. А условия такие, значит, либо твоя душа, либо если сможете, пожалуйста, чужую душу доставь, тогда будешь жив. И Каспар-то знает. И вот Каспар решил предоставить душу Макса, подставить своего друга. Он все давал. Подается как забота о друге. Вот он такой мрачный, печальный, что да вот тот и тот. Ничего ты не бойся, я тебе помогу. Как? Знает наследство. А значит, есть такое средство, отольешь золотые пули, волшебные пули. Я знаю, как отбиваться. И куда ты не хоть в эту сторону, она попадет в цель. Да ты что, не может быть. И вот здесь начинается борьба. Он же понимает, что это нечестно, во-первых. Нечестно. А во-вторых, он понимает, что золотых пуль просто не бывает, что это дьявольская сила бесовская. Если поступать в отношении с бесовством. Но ему хочется добиться руки Агаты. И он колеблется. И тут в кустах появляется невидимый кому, это самый Самьель. Здесь, по сути, дьявол, который следит за Каспаром. Что он сделает? В общем, ударили по рукам. Перед счастьем. Он добьется, он завтра выиграет, добьется руки Агаты. Так кончается первое действие. Второе действие. Дома у Агаты, то есть дома у... А ее папа Куно, главный лесничий. Куно это имя. Итак, первая картина. Агата дома. Она, значит, наводит порядок, хорошая немецкая девушка, образцовая. И тут странная вещь происходит. Со стены падает портрет дедушки. И представьте, он 100 лет сильно гвоздит. И вдруг ни с того ни с сего упал. Конечно, дурной знак. И она вся вперед. Приходит ее подружка, Анкин, типичное немецкое имя. Ну, естественно, скоро там будет свадьба, они воркуют о свадьбе, она, как она полюбила, встретила Каспара, то есть Макса, простите, все замечательно. Воркуют девушки, и приходит озабоченный Макс. И домой, до свидания. Но почему-то говорит, что я сейчас не должен уйти. Он спешит куда? Он спешит в Волчью долину, где он встретится с Каспаром и привязал девушку. Агата чувствует, что это недоброе, она уговаривает не ходить, остаться, но он не приходит. Кажется, приходит, как же победа. Он уходит. Вторая картина этого действия приходит вся в Волчью долину. Название простое. Волчья, то есть проклятая, которые не боятся, что никто не ходит. Это страшное место. Люди там видят призраков, слышат жуткие голоса, поэтому ее обходит Северсток. Кстати, происходит действие в горах, там очень высокие горы, вот такие же, как на Кавказе или в Альпах, но высокие, огромные ущелья, пропасти есть. Леса густые, деревья высотой повыше нашего дома, вот такого хвата, поверьте на слово. Вот, поэтому там ночью жутковато, лес шумит, вот туда он идет. Так вот, потому что только там тебя никто людей не видит. Это место, где обитает Самьель. Итак, нам показывает лес, и вот там Каспар. Говорит Самьель. Где же твой Макс-то? Ты сейчас придет, ну смотри, говорит Каспар. Если не придет, значит твоя душа отлетит. Нет, ты придет, обещал. Музыка-мрачный, пугающий, повторяю, музыкальный триллер, самый настоящий. Такой музыки никого не было, кроме Бекера в то время в мире вообще. И идет Макс. Идет, и все пытается природа остановить его, не ходи, не совершай этого страшного поступка, не продавай душу. И добрые волшебники, которые насылают чудеса, чтобы предостеречь, перед ним появится призрак матери его. Вот это видео.
Он отодвигает, проходит дальше. Птица налетает на него, чтобы прибить дорогу, он идет дальше. Мозг все мрачнее и жутче. Приходит, Савелий прячется, он не догадывается. То есть Макс не понимает, что душу делает тем самым. Друг подарил по доброте волшебные пули, подарит ему. И начинает отливать пули. Конечно, пули заговоренные, там золото, их 7 пуль, святое число, отливает пули. И опять же, природа ему дала намеки, что это бесовское злое дело как. После открывания каждой пули будут жуткие вещи. То значит, стадо дикого народ бежит по лесу. Какие-то жуткие нечеловеческие крики слышны из леса, всякие страсти. 7 пуль и 7 страстей. Так, да, и перенимающий призрак Агаты будет, тоже его не остановит Макса. И так это и будет. Но все, он доволен. Теперь завтра будет. Кончает жуткая ночь. Утро, третье действие. На следующий день поляна возле этой деревеньки, 10 дней проходит. Все выстроились. В чем замысел того самого Каспара? Пули должны быть по цели. Так думает Макс. Пули попадут. Только попадут они в Агату. Замысел в том, что Макс невольно станет убийцей самого любимого человека, Агаты. Вот что, только он этого не знает. Итак, состязание, значит, здесь публика, стрелки, крестьяне, лесники, здесь их князь вот так раз осветит, здесь Куно сидит, там Агата рядом с ним. Так. А на дереве спрятался Каспар. Подглядывает. Должны не стрелять по цели. Цели живые. Это не мишень, мишень легче попасть. Это голубки, которые попускают, они летят. Но перед этим народ празднует, потому что праздник начинается не сразу состязание. Тут празднуют, охотники веселятся, поют вино, поют свои песни. Подружки Агаты веселятся, потому что они сегодня спать даже Агата. Они радуются девушкам, поют песни. И что дальше? Начинается состязание, стреляет один, доходит очередь до Макса. Он поднимает свой мушкет, он целится, пол же дергает за крючок, не курок девушки, крючок, то, чем звук, запомните. Так вот. И вот в последний миг, когда уже ничего нельзя, он понимает, что перед ним не голубка, которую ты видел, а Агата. То есть человек убил. Но это опыт волшебный, сказочный. И появляется какой-то времен Глюка бог из машины. То есть чудесная сила спасающая. Добрый волшебник, который где-то там в кустах, как он спрятался. Чудесной силой отводит пулю, как кинокартинка некоторых фэнтези. И она летит не так богато, она поворачивает и не в голубку, а в дерево, где спрятался Каспар. И поражает Каспара, то есть с проклятиями падает вниз, он убит. Он наказан, и его душа туда отлетела. И тут все понимают, что произошло. Все понимают, что Макс, во-первых, чуть не убил, во-вторых, что стрелял пулями волшебными. То есть нечестно сражался. Но, естественно, суд, ну, наказание было простое. Изгнание. Но для него это все. И он тоже не смог такого сделать. Потому что она не никогда. И вот за него замолвил словечко добрый волшебник. Он понял, что парень оступился, народ у него хороший, добрый. Волшебник против князя. Князь милует, он не изгоняет его, но, естественно, теперь никакой свадьбы не может быть, что он победитель, все на смещается. Но все славят доброту князя, все славят силу волшебника, вот. И их родную землю, их профессию ходит в Тандакю. Вот так радостно и весело кончается он. Такой смешно. Теперь, как положено, он начинается вертолет. Мы перевернемся на начале пару слов еще. Здесь много находок врага. Здесь возникает контраст реального и фантастического. Реального. Это повседневной жизни быт людей. Чтобы его показать, выбрать вот его что. Он придает переноске ярко немецкий колорит и ярко народный. Почему народный? А герои-то простые народ. Крестьяне, охотники, лесники. Поэтому он использует и немецкие жанры. Немецкий марш – это особо есть. Немецкий танец и песни. Хоровые. Да. Вот так он показывает реальную жизнь. Поэтому вот здесь сцена быта, сцена труда, сцена праздника. Теперь, фантастика. Фантастика, девочки, бывает разная. Вспомните сказки, что есть. Бывает добрая и злая, волнующая и пугающая, страшная. Ну, помните, как где-то вот придет баба и котя заберет, и все, вырастет. Зацепенеем и сделаем, что спим хотя бы. Вот так и здесь, страшная фантастика. Он стал пионером такой страшной, пугающей фантастики в духе готических романов. Связано с Самьелем, черным охотником Каспаром. То есть тайны золотых поль с волчьей долины. Жутковатая музыка. Сегодня уже так пугает, настроено пугает, ничего не слышите. Тогда это пугало 100%. Рядом с этим Глюк с его сценой, помните, у входа воит, отдыхает. Бобер пошел дальше. Ну, Вебер сердце больше.
Итак, возникает мощный контраст. Повторяю, реальный и фантастический. Тем более, что реальное, приятное, радостное, доброе, фантастическое, ужасно пугающее. Но возникает контраст не только. Контраст повседневной жизни и лирики через героев. Лирики и фантастического. А вот лирики здесь в основе. То есть, понимаете, это вот это считается в особенности бытовой комедии и лирической драмы. Здесь великолепно показаны чувства героев Макса и Агаты. Они страстно, сильно любят. Эти простые герои, крестьяне, показаны, как люди способны переживать тонко, остро, глубоко. Так, поэтому в их музыке первоклассная лирика. И порывистая, и спокойная, и тревожная, и лирическая, и восторженная, радостная. Теперь вернемся к Увертюре. Его Увертюра к этой опере шедевр этого жанра. Как и остальные Увертюры, варианты и обероны. Это репертуарные уже 200 лет произведения, которые звучат на всех концертных площадках мира. Нет, ни одного оркестра в этом не было. Он использует опыт своих великих предшественников. Он соединяет Увертюру с оперой тематический, образно-эмоциональный. Но он идет дальше Моцарта и Гюлька. Почему? У тех по одной теме могло быть Увертюра. У него Увертюра буквально нашпигована темами из оперы. Можно даже сказать так, что она составлена вся из тем оперы. Поэтому уже в этой Увертюре мы видим все. Что здесь? Кто с кем сталкивается? Кто есть кто? Как это проходит? Чем завершается? И что выходит? То есть это подробное меню оперы. Мы уже все заранее знаем. Увертюра очень богата тематически, яркими мелодиями. Но в Увертюре показаны не только герои, не только их чувства. В Увертюре, и это новое, показано и мир, где происходят события. А это мир гор и лесов. Это Северная Чехия, Богемия, говоря иначе. Кстати, места, где Глюк порастал, чтобы вы знали. Там проходило детство, по-моему, семьи лесника и среди мест. Так вот, поэтому в Увертюре возникает удивительный контраст образов лирических, драматических, героических, фантастических и пейзажных, природных, пасторальных. И для этого Глюк находит, простите, Глюк, как выразился, естественно, Вебер находит новое клавир. Так, девушки, у нас только два клавира, вообще два. Как ни печально, поэтому я сейчас один возьму, покажу, а потом положу вам на стол. Так. Держите. Вам на один стол, вам еще будет. Итак, увертюра большая. Написано, разумеется, в сонатной форме, но с особенностями. Во-первых, огромное вступление с двумя темами. Так, во-вторых, с необычной репризой. А необычность в том, что репризы побочные. Партии, не в главной танце, а через побочные. Но я говорю о том, что она удивительно богата образом эмоциональной, соответственно, богата темой. А теперь, девушки, слушайте. Вот начало. Итак, кроме того, что есть вступление, контрастирующее всей сонатной форме, это вступление имеет две темы, которые внутри между собой контрастны. И не только темы контрастны. В этом вступлении Вебер показывает природу радостную, приятную для человека. Так, и мир мрачный, пугающий, жуткий, мир фантастики, мир Сальери, черного хроника. Теперь, что такое Валторна, все знают? Замечательно. Так вот, Валторна произошла от самого обычного охотничьего рога. Главный инструмент этих мест, лесов и гор. У любого охотника рог, любой охотник играл на роге, то есть любой охотник был валторнист. Поэтому, чтобы вызвать сразу ассоциацию, леса, горы высокие, он поручил изложение темы Валторны, но не одной, а 4. Так обычно охотники в лесу играют. Вступление. Девушки, дело в том, что во вступлении свое вступление, вступление ко вступлению, извините, тавтология. А потом устанавливается новый фактор ритм, плавное покачивание темы. Вот Валторна играет красивую тему. Это первое дело вступления. Это природа. Светлая, грустный человек, добрая, открытая, успокаивающая душа. Вот вторая тема. И резкий контраст. Там мажор, здесь минор. Там равная пульсация, здесь тремоло, 32-х. Там консонанс, здесь сплошные диссонансы.
Тональные неустойчивые, диссонансы, сфорцанда, тремоло, синкопы. И здесь возникает, запомните этот термин, лейт-тембр. Лейт постоянный, неизменный. Это надо понимать так, что когда на сцене появляется герой, звучит определенный инструмент, мы связываем героя и тембр инструмента. Потом, когда на сцене появляется герой еще раз, опять звучит инструмент, мы еще раз связываем. И третий раз герой не появляется, значит, только инструмент. Понимаешь, что либо речь идет, либо он где-то невидимый, либо он появится. То есть тембр символизирует героя. Вот это и есть тембр. Это находка изобретения тембра. Вот эта тема. Это тема Самьеля или тембр бас-кларнета. Очень неприятный инструмент. Пугающий, жуткий инструмент. Это вступление. Вот лишь после этого он нам покажет, во-первых, музыку драматичную, взволнованную, во-вторых, образ Макса, главного героя. Алексей вспомнил. Философа немецкого по фамилии Вебер зовут Макс. Давайте оставаться с социологией. Так вот, девушки, главная партия, первая тема. Вся взволнованная, возбужденная, синкопы в сопровождении, взлетающая по звукам гаммы тема. Вторая тема. Заметьте, ритм похоронного марша по сути, потому что судьба его пророчит несчастье, беду. А дальше новая тема, порывистая. Новая тема связующая. Порывистая тема. Дальше еще одна тема. Он не жалеет тем, у него их много, он щедрый. Это тема Каспара. Помните злодея, которого подставить хотел? Вот она. Так. Итак, показана одна сторона. Драматичная борьба, отчаяние. Мягкий план, переход, музыка из переход в ми мажор. Как вы знаете, солнце вышло, облака разбежались темные, и восторг, и радость. Оркестр тут и пел. Аккорды. Молотон. Это связующее. Но здесь она... ну ладно, поверим. А зря я хотел не поверить. Надо поверить. Это первая побочная тема. Девушки, напоминаю, вы привыкли отождествлять партии темы. Помните, побочная партия может быть одна. Тема может быть и две, и три. Партии может быть только одна. Вот здесь две темы, тоже богатство. У Бетховена такого почти что не было. Вы заметите, восторг и радостное. Это воплощение природы опять. Прозвучало. А затем появляется вторая побочная тема, и она становится главной. Эта тема воплощает образ Агаты. И очень просто, не потому что я так думаю, а потому что в опере эта мелодия будет звучать в арии Агаты знаменитые, вознесящие. Вот музыка светлая, радостная, восторженная, как сама Агата. Драматическая разработка здесь будет, которая пока все эти чудеса, ужасы, связанные с долиной волчьей, с открыванием пуль, репрессия повторяется, и радостный, восторженный границ, как сама. А теперь, девочки, давайте послушаем эту великую вертюру, которая оказала влияние на очень многих оперных и симфонических музыкантов.
Федор залезал в карман. Так, где у нас? Наша, что не прихочется? Зажжено будет. Так. Все. Итак, урожай. Вступление во вступление. Пока очень сурово. Помните, когда начиналась симфония Гайна смотрели? И мы не знаем, что будет дальше на наш город. Он успокоит, все прекрасно. Красивый природа. Леса и горы. Вот. Волтон играет первый текст. Это музыка, воплощающий образ природы Центральной Европы. Леса и горы, леса. Немцы большие мастера на музыку. Потом такие пейзажи мы встретили симфонии Шумана, Густава Малера, Антона Бруктора. Чешская музыка встретили тоже. Сметана, Прожика. Это основная тема вступления. А потом будет вторая, контрастирующая, означающая мир преисподней, силы зла. Но Волторн очень трудно играет, кто не знает. Там очень маленькая дырочка. Это такой крохотный чашечка мундштука. Труднее, чем на трубе, на тромбоне. Очень трудно играть, и делать точно танцы. Но жители Центральной Европы, чехи, австрийцы, германцы, они большие мастера и были инструменты. Там ничего второй инструмент. Конец первого раздела вступления начал бытовой, тот самый, пугающий. Адский, инфернальный. А слово инферно ад. Вот. Удары. Любые аккорды, личность аккорд, аккорд ужаса, страха, трепета, волнения. Все, кончилось вступление. Главная партия. Первая тема. Здесь каждый партий сказать. Вот эта тема Зигмунд Макс, его порывы, отчаяние, его раздвоение. Сейчас будет
настоящая, не поставлена нормально. Вот здесь, правда, широко используется, очень ярко. Это один из приоритетных. Сейчас появится партия знаменитая тема Агады, не думаю мажор, то есть параллельный мажор. Побочная партия, тема Агады. Одна из красивейших тем. Заключительная партия. А дальше разработка. Итак, занавес открывается, мы видим площадь деревенскую, скамьи, трактир, столы деревянные, сидят крестьяне, охотники, пьют вино, радуются, приплясывают. Вам доводилось видеть, как немцы веселятся за столом? Ну, в кинокартинах. Нет, да? Вот перед ними стоят кружки, становится не важно. Они друг друга берут под локти и вот так одной рукой держат кружку, другой раскачиваются вместе. Поют песни и пьют. Правда, не напивается так, как русский при этом. Счастье для них, несчастье для нас. Так вот здесь вот эту типичную ритмику немецких песен, веселья, Вебер блестяще передает. Поэтому начинается криком, все кричат: победа, победа, то есть по иностранным по их, Виктория, Виктория, это крестьяне Петербурга, мы победили. Да? Но Максим Брачный. Так мало того, что не веселятся, они показывают победу. Замечали, как бывает болельщики одной команды, когда та проиграла, как не выиграла, проходит перед болельщиком другой команды. Торжественно строй выдвигаются шапочки и прочие шарфы. Марши, доходят к тем, как марши доходят, мы победили. Это чуть марш, но не простой, а крестьянский марш. В народном духе. Вот это тоже новое. Сейчас слушаем. Кстати, крестьяне, которые одержал верх над Максом, зовут Килиан. Чего ж не дальше? То есть нам показали, что если будут всякие страсти, будут волноваться, переживать, бояться, а оперный человек как радостно, весело. Мощный контраст. Еще обратите внимание, что показать народ. Вебер делает то, что для нас очевидно, но сегодня для нас, тогда не всегда. Он широко использует хор, как исполнительский коллектив, и хоровые разделы. Здесь очень много хоровой музыки. Больше, чем у Моцарта, больше, чем даже у Глюка. То, как было когда-то много в оратории Генделя. Вот в этой девушке маленькое уточнение. Но он-то повлиял, а кто же на него? Да, конечно же, и Гайль, и Моцарт, и Бетховен, и Гендель, как вы понимаете, и Глюк. То есть все великие оперные и оркестровые музыканты прошлого. Много от них взял. Так, слушаем дальше. Напоминаю, здесь самое настоящее, как положено, диалоги монологи, разговоры. Так в Зинчберг положено. Но публика 19 века не немецкая, была консервативная, как-то в опере слушать разговоры, речи. А где же музыка? Поэтому, поскольку французы и прочие русские итальянцы не хотели с такими диалогами слушать, то французский композитор Эктор Берлиоз взял и эти слова озвучил, написав к ним музыку речитативов. Поэтому до сих пор многие театры мира без речитативов. Но немцы и французы стоят упорно с друг другом монологом. Так что вы сможете слушать хорошую немецкую речь. Alles in Güte. Alles Gute. Es ist herkommen, dass der stets gefehlt vom Glück. Так, я увлекся этим. Кусочки из немецкого марша не сказал, сейчас включился ты. Да что ж ты не играешь такое?
Так, ну и так далее. Так мало того, что они прошли маршем, они же потом на властях танцуют. И танцуют свои деревенские танцы. Деревенский танец, или говоря по-другому, земельный танец, а крестьяне любят земли. И назывался по-немецки словом «лендлер», «ленд-земля». Лендлер стал папой вальса, который в конце 18 века. Это 17 век, вальса еще нет. Но чтобы современные слушатели поняли, в одной написано вальса, вообще-то это лендлер, запомните. Тоже немецкий танец народного происхождения. Так, сейчас послушаем. И, разумеется, это оркестровый номер. Они буквально с ним танцуют. Так. Господи, праздник людей. Показывает поведение, настроение всех, кроме него, Макса. Для чего делает? Во-первых, это экспозиция всех героев того мира, где живет Макс. Во-вторых, чтобы оттенить, представьте, вот всем хорошо, вам плохо. Наверное, было у каждого хоть раз такое, вот где будет так же. Поэтому, конечно, эта радостная музыка, она лишь подчеркивает Максу, как ему отвратительно. Все проиграл, все утратил, все надежды на счастье. Ему это не радостно, все вокруг. И вот лишь после того, как он покажет состояние всех, Вебер покажет, что чувствует Макс, его переживания. И покажет в первой арии этой оперы. Первая ария оперы – это ария Макса. Напоминаю, герой проиграл. Проиграл надежду на счастье, на любовь. Поэтому все души клокочет. Натура сложная, неоднозначная. Я помню, Макс герой романтический, противоречивый, как часто бывает. Так вот, эту противоречивость в этой знаменитой арии Вебера показывает. Напоминаю, что тема, звучащая в увертюре, это темы из многих мест оперы, в том числе из самой арии, из арии Макса. Так что вы их узнаете. Как он внутри противоречив, так противоречив, контрастна музыка его арии. Сейчас, здесь все хорошо вообще, но приходится меня делать. Ладно. Так, старый русский способ. Это хор крестьян великолепный. Приходится допустить. Так, было. Вот. Страница, господи, 46. Итак, что вначале? А вначале вспоминает, как еще вчера все было хорошо. Он был счастлив, был надежда, все сегодня победит и так далее. Поэтому воспоминания. Поэтому музыка здесь светлая, вся особо богата, естественно, звучит. Что дальше? Но это было вчера, а сегодня все рухнуло. И ему приходит в голову мрачная мысль. И как только приходит, сразу появляется тема, нам известна по вступлению. Вот она тема. Шелики ждет меня, навеки счастьем покинут игрушкой рока стану я. Вот тема рока, то есть тема дьявола сапфирки появляется здесь. И бас проводится. Да. Вот после начинает второй контрастный раздел арии. Ария написана свободной формой. Так, теперь, опять вспоминаем, как бывало в час урочным, у открытого окна, понапрасну в час полночи будет ждать меня она. Понятно, что когда-то. Музыка делает еще более нежным стихом. Кстати, помните, говорю, о приеме, так вот, короче, то, что я вам играл. Бум-бум-бум. В кустах, видимо, только нам, но не Макс, появляется сам Ель, тот самый. Мы связываем эту музыку с его образом. Так появляется лейтмотив и лейтембр. Лейтембр я объяснил, лейтмотив по аналогии. То есть мотив, фраза, оборот мелодический связан с определенным героем, с образом. И вот вспоминает он опять, музыка очень более нежной, мягкой, как когда-то, постарательной. Соль мажор.
слова на опасно в часть полночи появляется такая пульсация. Второе. Я опять помрачнел, я начну исполнять слова, но теперь это все. И душа его разрывается, что делать, как быть. Начинается третий раздел арии, самый драматично возбужденный и самый раздражающий. До минор, и вы слышите, как это материал. Повторить не буду. Это вся экспозиция противника. Главная партия увертюры — это здесь. И опять появляется Сальери, он прикидывает, вот она будущая жертва. И как только появляется, звучит, слушайте опять же. Умеренный светофор, тремор и так далее. Тема Сальери. И кончается эта ария драматично. Страх гнетет в душе сомнения, страх гнетет в душе сомнения, страх гнетет. Такими словами миниатюрный классический релизия Крустуса арию. Он преодолевает страх, а это не может. Он застыл, он спиняет. Поэтому музыка такая тревожная. Так, играю конец. Ну а теперь слушаем знаменитую арию Макса. Итак. Я прошу, пожалуйста. Welche Schuld muss ich bezahlen? Was weit im falschen Glück mein Логические мотивы. Живущие в не сказали. И вот вспомнить кларнет, лейтенбер, агаты. Подумал о ней, вспомнил о ней. Сразу мозг светлый, лицо нервный, задумчивый, как агата. После вступления речитатива, это первый раздел, который Сейчас я покажу начало второго раздела и третьего. Итак, первый раздел. Видимо, мой мажор. Тонами, кстати, агаты. А вот теперь второй раздел, соль мажор. Постараюсь. Вот. Второй раздел, соль мажор. Трехдольный метр. Со столами музыка. Очень немецкая музыка. Отголоски предлагали справа, слева, послушайте. Мелодии. Magst mit guten Zeichen mit, magst mit guten Zeichen mit. Wenn sie tauschen. А теперь девушки третий раздел, до минор. Тот самый, что процитирован в Вертюре. Драматичный. Опять тема Сальери, удары, колокола рокового. Борьба в душе. Doch nicht nahen sie das Rechte. Ich hasse der Zweifel, ich freue mich Gott. Ich hasse der Zweifel, Folter, ich hasse der Zweifel, Gott. Und dringt kein Strahl durch diese. И тут бедный Макс подходит, друг в кавычках, Каспар.
Каспар. Ты что, давай. Он его убеждает, уговаривает. И он излагает, по сути, свою взгляд на жизнь. Жизнь просто весело, брать. То есть, философия не новая, старая как мир. Макс злодей, как вы знаете. И Веберу нужно показать его отличие музыкально от, против Каспара, от Макса. Как говорит это Вебер? А вот. У Макса ария, у Каспара песня, это разный жанр. У Макса вот такая ария, у Каспара вот такая песня. В арии формы сложные, вы слышали, формы свободные. У Макса, у Каспара песни форма строфическая, то есть самая простая форма, что в песне чижик-пыжик используется. Дальше. У Макса мелодии разные по характеру. У Каспара это только песенно-танцевальные мелодии. Так. Кроме того, у Макса и музыка, она и светлая, и драматично возбужденная, печальная и восторженная. У Каспара музыка насмешливая, ехидная, ироничная. Вот так музыкально Вебер подчеркивает разницу между героями. Один хороший, пусть не совсем противоречивый, а другой только злодей. Поэтому многие композиторы будут пока такие злодеев, вроде Макса, вот такими песенками незатейными. Так, Каспар, песенка. Швейк, швейк, дамы, дих. Да. Но не сильно получается. Не владею ничем. Kamerad, läufst du schon wieder herum? Gastleser! Да, Напился. Sag mir, hilf! Mit wem sprichst Это du? используется Ich? да? Der Herr Förster soll leben! Ich mag aber nichts. Wie gesund! А теперь обратите внимание. Музыка, так сказать, крепкая, волевая, упорная. Он удалой. Он из тех, кто, значит, за ценой не постоит, прежде всего, с чужой ценой. То есть может нести любые жертвы. Не свои, конечно, а ради достижения цели. Страшный, безжалостный человек. И еще, заметьте, он продал душу дьяволу. И что? Вебер в музыку, в партию оркестра, песни Макса Каспарова. Представляете, вот так. Трели, исполняемые флейтой пикколо. Визгливые, противные. Вот через это Вебер такой адский, дьявольский характер Каспара и его музыки. И потом другие композиторы в 19 веке, желая показать дьявольский характер, выставили подобные трели. Вот может там доводилось слышать знаменитые куплеты Мефистофеля «Люди гибнут за металл». И там будет, и в десятках подобных произведений будет вот это. Нашел ты впервые он, Вебер. До конца дослушаем, она маленькая песня. Du musst mitsingen! Все будет хорошо, Макс. Jungfer Agathe soll leben! Wie mich. Последние несколько слов в целом могу завтра закончили. Поскольку он использует жанр Зинштейна, то ему приходится, это Веберу, поступать так. Он, как когда-то Моцарт, использует номера, но с другой стороны, как Глюк использует и большие сцены. И объединяет и некоторые номера сцены. Вот скажем, в начале, то, что вы помните, народ веселится, ликует, марши водит и пляскает. Это все большая сцена, в которую объединен ряд номеров сюжетом скрипном. Народ празднует. Так, девушки, на сегодня все. Завтра завершаем эту утром. До встречи через 2 часа.